Сегодня в Общественной палате Коми вновь говорили о мусоре, обсуждали новую технологию утилизации отходов – термодеструкцию. В скором времени в отдаленных населенных пунктах Воркутинского, Усть-Цилимского и Печорского районов могут появиться 4 установки, которые позволят перерабатывать мусор на месте и без какого-либо ущерба экологии. Про умную утилизацию узнал Алексей Корчма. Техническая разработка орловских конструкторов нашла применение во многих регионах страны. Экономично, экологично и энергоэффективно. Подобные установки крайне востребованы в отдаленных районах, рассказывает региональный оператор по обращению с ТКО. Там, где нет стабильного транспортного сообщения, мусор надо перерабатывать на месте. Углеродосодержащее сырье поступает в реактор через шлюз. В самом реакторе проходят 3 процесса, то есть постепенные. Да? Это зоны выпаривания при температуре от 100 до 150 градусов. Процесс пиролиза от 400 до 550 градусов и процесс газификации, то есть 700-900 градусов. В процессе газификации сырья происходит кратковременная деструкция при температурах более 2000 градусов с большим выделением тепловой энергии. На выходе получается зола и никаких вредных выбросов в атмосферу. Работа установки не причинит окружающей среде никакого вреда, утверждает регоператор. И предлагает запустить первую пилотную установку термодеструкции в одном из районов Коми. Транспортная составляющая в нашем тарифе – это очень большая цифра, порядка 87%. Да? Значит, мы нацелены на то, чтобы снижать эту транспортную составляющую путем установки вот этих установок, которые работают на собственном энергохимическом потенциале. То есть, данная установка, она не требует каких-то дополнительных энергоресурсов, а работает на синтез-газе, который вырабатывается из ТКО. В Коми разработана территориальная схема по обращению с ТКО. В ней предусмотрены 4 подобные установки термодеструкции. 2 в Воркутинском районе, по одной в Усть-Цилимском и Печорском. А в идеале таких на всю республику надо как минимум 250. У этой технологии термической деструкции есть шансы быть признанной одной из наилучших доступных технологий. Это во многом тоже может помочь нам снять вопросы и по экологической безопасности, и по экономической и энергетической эффективности этих установок, потому что эти установки сегодня во всем мире, в Европейском Союзе в частности, рассматриваются как часть их стратегии по производству, по генерации энергии из отходов. Региональный оператор «Севера» спешит успокоить. Установки термодеструкции закупят за счет собственных средств. При этом тариф на обращение с ТКО в этом случае для населения не увеличится, как это часто бывает. А по идее он вообще должен стать меньше. Самое главное – изучить документацию и убедиться в том, что будут соблюдены вопросы касательно экологии. Да, это и в части выбросов в атмосферу, и в части взаимодействия с почвенным составом Земли. И, конечно же, нам важно понимать, что то слово, которое было дано, о том, что не будут затраты включены в тариф, чтобы это было соблюдено. Потому что мы за любые проекты регионального оператора, если они реализуются не за счет потребителей. Экологи, общественники, представители правительства, депутаты и профильные министры сейчас изучают опыт использования метода термодеструкции при утилизации мусора в других городах страны. С большой долей вероятности проект регионального оператора «Севера» будет одобрен, но перед этим еще предстоит экологическая экспертиза и общественные слушания. Алексей Корчма, Роман Боровиков, телеканал «Юрган».